Слово предоставляется выступить перед вами поэт и общественный деятель на Северной Осетии Баги. И он представит фотовыставку «Тебе и Златы». Добрый день. Ну, в принципе, все уже сказано. Старшим я добавить, что бы дал. Вы здесь все разных национальностей. Я конкретно вас сейчас. Все здесь разных национальностей. Надеюсь, вы понимаете, вы общаетесь, все в порядке, да, все одинаково. Здесь вот в этой части вы поймете, что на самом деле реально мы все одно и то же, в принципе. У всех одинаковые мысли, у всех одни желания. И делить нечего. Ваша задача стать мужчинами, защитить свою родину, вырастить детей для своей родины. Уважать друг друга. Много не надо. Просто уважайте друг друга, и все будет в порядке. Мы будем жить. Я хочу рассказать вам вот об этой выставке. Это вот выставка фото. Все фотографии Златы Кеприевны. Выставка. Это уже 6-я выставка. Выставка стояла у ветеранов наших. Ветеранов Великой Отечественной войны. Здесь их фотографии. Здесь фотографии наших героев. Здесь фотографии Жорика, генерала России. Недавно его не стало. У нас Сан Саныч. Здесь ветераны. Здесь у нас. Это вот маленький кусочек на выставке. Маленький кусочек выставки приурочен именно вот этот призыв к лучшему. Когда все закончится, у вас будет возможность в эту минутку пройтись, когда будете выходить, просто присмотритесь к лицам. Здесь и дети, здесь и... У Златы есть выставка, если ее взять полностью, там и ландшафты, там пейзажи, там гроты, там чего только нет, пещеры, Владикавказ, горы, реки. Но в основном все вот показывается все патриотизм. В глазах этих людей у всех патриотизм, детей, стариков. Посмотрите, ребята, когда я не знаю, как рассказать это. Очень интересно, если бы всю выставку видели, вообще. Да, фотографии, да, вроде бы просто фотографии, но вот такие моменты очень бывают, когда ты смотришь, вот ты смотришь на меня сейчас, вот твой взгляд, вот сейчас уловить то со стороны, ты бы себя увидел, какой красавчик в этот момент, да? Когда вы захватываете такие моменты? Ребята, много говорить я не буду, я просто хочу, чтобы вы знали, что здесь, во Владикавказе, для каждого из нас в любой момент открыта дверь каждого русского, каждого армянина, грузина, которые здесь живут. То есть вы можете потом приезжать, вы можете приехать сюда, те, кто вне Владикавказа живет, вы можете приехать в другой национальности, приехать и создать что-то новое здесь. У вас будет возможность, у вас сейчас появились, у вас есть старшие, у вас есть мы, кому подойти и сказать, ну, а можно, вот что-то вот здесь можно улучшить. Не хотели бы, мы поможем, если что-то можно реально сделать. И каждый из вас будет знать, что он приложил руку и кусочек сердца здесь. Вы можете это сделать в любом другом городе, можете приехать в любой город России, делать то же самое. Но сделайте добро, ребята. Солдат, в конце концов, это кто? Солдат – это защитник, согласитесь? Отслужите, когда вы отслужите, придете домой, вы поймете, кем вы стали, кто вы такие на самом деле. Сделайте что-то доброе. Воевать – это плохо. Но воевать нужно, но нужно завоевать для чего? Чтобы защитить свою страну и исполнить. Я поэт, я выбирать не буду, возьмем пару стихотворений вам прочитать. Я видел как раз башню, при строительной машине, я выходил из армии, только появился. Прям туда стань на башню. Я не успел исследовать, покататься. Ну, ясно. Я прочитаю вам произведение «Ветеран». Это
А танкисты, о старике, о ветеране, которые каждый год приходят к танку, к памятнику танка, это его танк. Ну, давайте я прочитаю, что это. Слезой по изможденным векам бежит соленая вода. Безрукий инвалид, коллега, герой войны, герой труда. Рукав заправлен аккуратно в блестящий орденами китель. Ранения и шрамы многократные наградами укрыт воитель. Дойдя до памятного танка, знакомых гусеничных звеньев, старик безудержно заплакал и опустился на колени. Оживший танк летел в атаку, прикрыв броней советский мир. Снаряд немецкий бил по бакам. Зло матерился командир. По пальцам гусеничных траков прямой наводкой снаряд ударил, а второй по баку. Живем, товарищи сгорят. Механик потеряет руку, но выживет. И каждый год он в этот день приходит к другу, что как и он еще живет. Ребята, у нас здесь много фотографий, у нас есть этот танк, этот механик на коленях возле танка. У нас, я бы советовал, когда закончится все-таки ваша служба, когда вы закончите службу, выйдете за территорию КПП, развернитесь, оглянитесь, посмотрите, где вы были. Запомните это. Запоминайте все, что вы видите. Запоминайте каждый взгляд друг друга. Это психологически вытянет вас где-то в жизни, поможет вам дальше жить. Да, трудно. Армия – это такое место, где или ты становишься мужчиной, или ты бежишь домой, потом ты исчезаешь навечно, на всю жизнь, тебя нет. Или же ты становишься мужчиной, знаешь, что такое воинская служба, и иногда всплывает, что ты хочешь одеть берцы, иногда хочешь одеть что-то такое. У вас есть такой мощный шанс стать мужчиной. Да, я понимаю, 15 лет каждый думает, вот я уже таких мужчин уже, я самый лучший, я самый крутой. 15 лет мы все так думаем, но вот сейчас у вас реально. Проявите уважение к тем, кто вас обучает, обучитесь тому, чему вас учат, проявите уважение друг к другу, и вы поднимете страну, ребят. Вас мало, но вы сможете поднять, каждый из вас что-то сделать, каждый. Я вам прочитаю стихотворение «Юные герои», наверное, много читать я не буду, все сказано, в принципе. Все сказано, вам просто нужно смотреть, видеть и слышать. Это про таких ребят, как вы, про таких ребят, которые в 15 лет убегали на войну, таких как Хизир, надеюсь, вы знаете еще, кто это. Называется произведение «Юные герои». Среди закаленных воинов суровых совсем юнцы стояли на параде. В военной форме, шитой новой, бросали в кучу вражеские стяги. Недавно босоногие мальчишки, бежавшие из дома на войну, оставившие мячики и книжки, чтобы защитить любимую страну. За их спиной ранения, потери и страх, и боль, и детская тоска. Дожди и грязь. Холодные метели, 4 длинных года марш-броска. В Берлин входили далеко не дети, когда над ним зарел красный флаг, советским украшая город цветом. Мужчинами был штурмом взят и вот они, с годами все же дети, уверенно шагают на параде юнцы-герои, спасшие планету, бросают в озеро вражеские стяги. Вы, наверное, вы же наверняка смотрели телевизор, как вот бросают стяги немецкие, да? Фашистские, скажем так. Были немцы, которые защищали нашу с вами родину. Фашистские стяги. А там множество молодых ребят, ваших ровесников, которые закончили войну в вашем возрасте. Удивительно, но историю вперед двигают ваши ровесники.
Не такие, как я, такие, как мы, можем только подтолкнуть вас к чему-то. Показать, что нужно делать, как вот это правильно. Но историю на самом деле вершите вы, поэтому мы, наверное, я тоже, наверное, закончу уже свое выступление. Я вас очень прошу, присмотритесь к тому, что происходит в нашей стране, и помогите нам вытащить ее из той ситуации, где она сейчас находится. Я пока сейчас 30 секунд добавлю немножко, растягивать шла, да? Вы вообще в курсе, что вот эти немецкие флаги Сталин запретил бросать на Красной площади на камень? То есть для этого были сделаны деревянные постаменты, чтобы даже флаг вот этот немецкого, гитлеровского этого солдата не прикоснулся к земле российской. Вы понимаете, насколько был человек патриотом своей страны? Может за него много говорить, за него много могут говорить. Но сам факт того, что на Красной площади вот это знамя не прикоснулось к российской земле. Понятно вам? Вот просто сейчас речь зашла, Да, Сталин сделал все, чтобы соединить могучий народ, единый народ. Вы действительно, у нас так было. Вы этого не увидели уже, но так я ездил, я был весь Советский Союз. Весь Советский Союз. Я заходил в дом евреев, он принимал меня, месяцами жил, абсолютно незнакомый человек в Одессе. Я мог в Москве постучаться в любую дверь, не открывали, я оставался в них. То есть мы жили вот, у нас двери не закрывались. Я бы хотел, чтобы вы вернули вот это. И вот Сталин добивался этого. И он это сделал, в принципе. Но наши предатели среди нас, в нашем народе, которые воспитали, американцы, которые любили куда-то выехать там, зря вот этот железный занавес не надо было разрушать, прекрасно жили, все было четко. Человек приходил на работу, ему хватало всего, кормил своих детей, бывал, одевал. Вечерами во дворе, представляете, или гитара, или гармошка, всем народом, все люди, в каждом дворе собираются. То есть 55 годов, да, много гостейства. Но вы знаете, мы жили душа в душу, мы бежали. Никто не матерился на улице. Все было просто, это было так. Вот об этом просто было. Ребята, верните вашу деятельность, сделайте это для своих детей. У вас будут дети. Жестокость, которую вы можете проявить, это чеченец, это там ингуши, осетины, это вот русский, да. Это, если вот это будет продолжаться, мы уничтожим все это. Я вам скажу так. Россию могут уничтожить только россияне. Больше нам никто не страшен. Если мы ее придадим, в Берлинском парке, у нас здесь этой фотографии нет, в Берлинском парке танцует осетин, вокруг него разномастные, разношерстные, сказать, люди других национальностей. Берлинский парк, Трептов парк, это вот 10 мая 45 года. И вот они празднуют там победу, а стиль танцует, ребята хлопают. Вот я написал произведение вот именно на эту фотографию. Бывает так, что человек пишет и потом ищет фотографию. Бывает так, что ты увидел фотографию, загорелся, думаешь, ничего. Называется произведение «Он танцевал». 9 мая обозначен подвиг. В историю ушел вчерашний бой. Уходит страна. И дым, и пыль уходят навеки со вчерашней грозой. 10-й. Уже не будет боя. Разорвались последние снаряды. Берлинский парк, приветствуя героев, одел свои весенние наряды. А мы с тобой, бежавшие из пасти, что поглотила братьев и сестер огрызок, выживших в моей военной части, что не попали в жертвы костер. Я помню день, когда не стало дыма. Не плакали немецкие сирены, задорный танец друга осетина, заросший парк травой до колена. И мы, импровизированным кругом, разрушив напрочь планы Барбаросса, приветствуя волшебный танец друга, в ладоши били и кричали «Роса!». Мы жили и в глаза смотрели смерти. Не всем досталось возвернуться в дом. Наградою бессонных километров веселый смех детишек за окном.
8-й десяток лет моей победы, а я все там, на красочной картине и сердце угасающее, бредит по танцу осетина. Я бы молился день и ночь, чтобы вот вы стали теми людьми, которые сделают больше, чем сделали мы. Сделают больше, чем сделали наши родители, защитив нас, нашу страну, дав возможность вам вырасти, творить, созидать, помогать. Вы можете столько добра сделать, вы столько добра можете сделать. Просто попробуйте, начните уважать друг друга. Не так, что это из Дэби куда-то сделал, не так, а так вот. Пойдем вместе с вами. Как-то так. Спасибо вам за внимание. Удачи вам всем. Силы и добра.